То ли благодаря громким мировым победам, то ли от того, что играли в хоккей исключительно настоящие мужчины. Но факт остается фактом. Во времена Советского Союза хоккей был игрой, что называется, культовой. Неудивительно, что в 1977 году спорт этот пришел и в поселок Энергетиков Серебряный Бор. Сегодняшний директор ГРЭС Олег Тарасов не только любитель хоккея, но и сам игрок команды ветеранов, а также президент Федерации хоккея города Нерюнгри. Именно ему в 2002 году пришла мысль оборудовать корт клуба искусственным льдом. Идею поддержали президент республики Вячеслав Штыров, генеральный директор акционерной компании «Якутскэнерго» Константин Ильковский. Были выделены необходимые средства, на московском заводе «Компрессор» приобретено специальное оборудование, монтаж которого энергетики осуществили собственными силами. И вот 2 года спустя, 19 марта 2004 года, в ознаменование окончания работ была торжественно разрезана красная лента. А на второй в республике после Якутска искусственный лед символично сброшена первая шайба. По признанию одного из почетных гостей, генерального директора акционерной компании «Якутскэнерго» Константина Ильковского, в хоккей он никогда не играл. Но, тем не менее, посчитал нужным помочь клубу. Мы с вами свидетели того, что делается достаточно. Хотя, наверное, достатка в спонсорстве, в меценатстве никогда не бывает, да, что можно делать больше и нужно делать больше. И я так считаю, что хоккей должен стать в республике одним из основных видов спорта наряду с борьбой. Уж нам сам Бог велел, имея такую длинную зиму, иметь именитых хоккеистов, иметь именитых лыжников, иметь именитых конькобежцев. Может показаться, что искусственный лед в районе Крайнего Севера – это роскошь. Совсем нет. Прежде, с апреля по ноябрь, у воспитанников клуба «Энергия» возможности тренироваться не было. Но теперь это в прошлом. Искусственный лед для хоккеистов Серебряного Бора не подарок и не аванс. Они справедливо заслужили его своими громкими победами. И теперь у них есть возможность у себя дома принимать именитые команды и проводить турниры любого уровня. Условия позволяют. Осталось лишь обзавестись заливочной машиной, а это всего-навсего вопрос времени. Первый лед, на котором тренировались мальчишки и девчонки, принес им немало достойных наград. Хочется надеяться, что вместе с новым искусственным льдом придут новые, может быть, даже более громкие победы. Очередное испытание ожидает юных хоккеистов «Энергии» в конце апреля в Новосибирске, где пройдет всероссийский турнир «Золотая шайба». Кстати, в столице Сибири искусственный лед есть.